Жена умерла. Все, мне пошло кувырком. Саша, дед, пора тебе съезжать. Моя прописка – это небо и земля. Сегодня очень радует момент, что все больше и больше появляется неравнодушных людей, которые не проходят мимо людей, которые оказались на улице. Учился на тракториста, на механизатора широкого профиля. Сколько себя помню, на технике я работал в основном. Женился, развелся, дочка. Ездил вахтами, потом здесь познакомился в Токаре. Жена умерла. Все, мне пошло кувырком. Еще не могу, не могу вспоминать опять. Хватит. Дедом. А выпустилась. В горисполкоме сказали, что каждый год приходите, отмечайтесь, мы вас будем продвигать. И все. Потом они как сказали, что берите соберите все справки, что вы детдома, с детского дома, сирота, и что вы нуждаетесь в жилплощади. Эти все документы собирала, приносила в горисполком. Они меня поставили на очередь. Поначалу была почти 1000 чем-то там какая-то. Потом начал продвигаться, потом началось 700 какая-то, вперед. Горбачевская перестройка, с ног на голову меня, хлоп, и спустили вниз. Я опять стала какая-то там. Супруга умерла у меня. Появились люди непонятные, все каким-то сочувствием. У каждого была цель одна – завладение квартиры. Один из них был офицер полиции, как он сказал, сотрудник полиции участковый. Вошел, до двери вошел, а потом в одно прекрасное время взяли, свернули мне в одеяло, напоили спиртом. Я вначале не понял, алкоголь есть алкоголь. И свезли на Морозову 112. Он мне обещал то, что эта квартира на Морозову 112, она будет моя, что я буду тут прописан. А через некоторое время сказал, говорит, Саша, дед, пора тебе съезжать. С детьми пошел у меня конфликт. Дети что, взрослые уже, им свое жилье надо. Им свою жизнь строить. Скажите, как оказалось так, что вы остались без документов? Я документы оставил все у себя, когда уходил, они у меня в куртке лежали во внутреннем кармане. Я когда ушел, куртку не одел эту, я одел другую. После моего ухода сын взял, все вещи повыкидывал, не посмотрев в карманы. Так вот и получилось. То есть вы потом возвращались, но уже не было документов? Документов, да, вещей, не документов уже все. А восстанавливать сами вы не думали или вы просто не знали, как это сделать? Я просто уже запутан в то время был как-то. То есть такой сложный период жизни был? Да, перелом жизни. Это был 14-й год? Да. И вот с тех пор вы живете на улице? Да. Бывало ли так, что вы голодали и вообще нечего было есть? Да так, на улице найдешь всегда. Готовить, на трубах готовили, на ЦВК. Пакет яйца складываешь целиком, сырые. Пакет заворачиваешь и куда-нибудь или под одеяло. На трубу ложишь, накрываешь одеялом или чем-нибудь. Я ж проваливаюсь, я тебе говорю, я тяжелее тебя. Ну да, у меня 42. Тёк-тёк, кто в теремочке живет? Вон, проходи. Вот здесь вот мы жили с братом. Вон, потрогай, какие трубы горячие. Вот здесь вот можно было готовить, кушать, спать. Тут ты не замерзнешь. Заходи, как раз можешь погреться.
Вон горячее все тут. Вон тут потрогать, трубы горячие. Ага. Вечером, короче, сваришь Ух кушать. ты. Вечером сваришь кушать себе, положишь сюда еду, она у тебя даже не остынет. Утром встал, подкрепился и пошел работать. Вот здесь мы жили с братом. Я вот спала на этой кровати, как я чуть поменьше. Мишка у меня был тут, спал. Тут тоже очень труба хорошая, греет, не замерзнешь. Бывает, ты так спотеешь, что приходится даже куртку зимой снимать. Да ты что? Да, вот здесь вот мы построили с Мишкой сами. Правда, мы А что вы построили? Доски принесли, да? доски принесли. Правда, чуть-чуть неправильно сделали, торопясь. Надо было чуть-чуть нам повыше сделать. И вот так вот с наклоном. Мы сделали очень прямо. Немножко потолок провалился, смотрю. А сколько ты здесь жила? Но это уже у меня с новых досок построено. Это уже 4 года этим доскам. А вообще вот так здесь жила, вот здесь, на этом месте, ну, сколько? больше 20 лет. Серьезно? Да. Ну, когда Горбачевская перестройка, в магазинах все пусто, а у нас все было. Там же пошел птичий грипп, закидывают курицу, другую фуру закидывают сало, везут ее на городскую свалку. Съели курицу, как грипп, никакого птичьего гриппа нету. Ночевал на земле, на трубах, ну где попало. Сложно было. Искал выхода какого-то, обращался и там, и тут. Искал, вот, в прокуратуру ходил, во многие. А потом как-то случайно вот зашел в администрацию. И там повстречал Илью. Он, оказывается, заботился о близких, о тех, кто тяжело болен. Но он понял ситуацию. Все сказал, беру свои руки, чтобы не пил и прочее, прочее. Я-то спал везде, где попало. Замерзал и 4 угодил в больницу за этого участкового. Лежал в госпитализациях. Но он как-то вывел меня с этого состояния. Вот. Это Илья, это работник. Сейчас я хоть более-менее сознаю ситуацию. Я благодарен тому, что есть такие люди. Наша организация основана в 2018 году. Называется она проект «Сытый гражданин». У нас есть несколько точек раздачи еды, где мы каждое воскресенье кормим бездомных и людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Раздача еды – это некая точка входа, где мы с ними знакомимся и выводим их в некую общественную приемную, где мы работаем уже с каждым индивидуально. К такой жизни привыкаешь? Честно сказать, я не могу такого утверждать, что привыкнуть. Это за моей практики это. Эх, ребята, невыносимо. О чем вы мечтаете? Крышу плавной головой. Зарабатывать своими руками. Свою копейку, которую заработал, ей же и пользоваться. Чтобы нормально прийти домой после работы. Домой. Приготовить поесть себе, сесть телевизор посмотреть, отдохнуть. Утром встать на работу пойти. Давайте так, Николай. В марте 2022 года мы с вами встретимся и снимем передачу Обязательно. о том, что произошло за год. Обязательно. И я надеюсь, что вы не потеряетесь. Да мы встретимся, ребята, еще не один раз. А с животными мне нравится работать, потому что у нас в детдоме были поросята. Все дети идут гулять, а я в свинарник. А если бы раньше знала насчет этой фермы, я бы, наверное, раньше пошла бы туда.
Я бы и раньше бы работала бы, если была бы крыша над головой. Меня даже на работу не могли брать, потому что я бич. А если твоя квартира будет? Ну, поживем, посмотрим.